Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Цель деятельности фонда капитального ремонта многоквартирных домов в республике – создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и стимулирование внедрения ресурсосберегающих технологий, обеспечение ремонта многоквартирных домов, отвечающего требованиям энергетической эффективности. Сегодня мы поговорим о ходе работ по капитальному ремонту в Якутии. Гость студии Константин Николаев, начальник производственно-технического отдела некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха-Якутия». Константин Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Вот расскажите, по итогам 2023 года, сколько домов отремонтировано в Якутии? То есть в целом за 2023 год было отремонтировано 240 многоквартирных домов, 449 конструктивных элементов на общую сумму чуть более 2 миллиарда 300 миллионов рублей. Так. Работы были проведены в 12 районах республики и в 2 городских округах Якутск, Жатай. Вот расскажите, про планы на этот год, вот вообще, что такое краткосрочная программа, вот как меняются цифры в течение года. Вообще расскажите о краткосрочной программе. Краткосрочная программа формируется на 3 года, то есть согласно краткосрочному плану 2024 года у нас запланирован капитальный ремонт в 367 многоквартирных домов, 701 конструктивных элементов на общую сумму 4 миллиарда рублей. Если сказать, что такое конструктивные элементы – это виды работ, которые установлены законом капремонта, по которым мы проводим капитальный ремонт. У нас таких 10 – это инженерные сети теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, лифты, ремонт подвалов, крыш, фасадов и фундамента. То есть, если мы говорим о домах, то ремонтируют, значит, дом полностью, а если какие-то конструктивные элементы, то это в отдельности что-то, то есть либо отопление, либо водоснабжение, либо что-то еще. Нет, это краткосрочная программа, вообще в целом региональная программа сформирована исходя из нескольких критериев по износам, допустим, конструктивных элементов. Не обязательно, чтобы в один период попали все конструктивные элементы дома в один период. То есть они могут стоять последовательно, допустим, по другим годам. Инженерные сети, допустим, в 2025 году, а все остальное в 2028 году. Тоже может быть такое. Как в целом, выглядит система капитального ремонта? Давайте здесь разберемся. В целом, капитальный ремонт. Собственники многоквартирных домов, есть 2 способа формирования фонда капремонта. Первый – это когда специальный счет, и на счете регионального оператора. То есть в первом случае это собственники, когда своим решением, общим собранием собственников открывают спецсчет и назначают владельца данного счета. Владельцем данного счета могут являться управляющие компании, ТСЖ, также региональный оператор. То есть в данном случае собственники вправе произвести капитальный ремонт вне плана, то есть до наступления плана проведения капремонта, за счет уже собранных средств. При достаточности собранных средств могут отремонтировать тот или иной конструктивный элемент. У нас в Якутии куда средства собирают? Получается, есть какой-то единый оператор же у нас? Мы же не каждый дом собирает на какой-то отдельный счет. Нет, счета бывают общекотловой. То есть это уже второй способ формирования. Это у нас в Якутии, расскажите. Как это в Якутии так. Вот именно в Якутии, Именно в Якутии 2 способа у нас формирования фонда капремонт. Первый – это, как я уже сказал, спецсчет. Второй – это на счете рекоператора. На рекоператора, то есть взносы идут в общий котловой котел. И в том случае работы будут проводиться по наступлению именно года проведения капремонта по региональной программе капитального ремонта. То есть по плану, год какой есть, плану. Поэтому. Так. После сбора средств, как начинается капремонт, как он продвигается?
Ага, то есть То есть средства собраны, наступило время проведения капремонта. Вот что происходит дальше? не позднее 6 месяцев до наступления периода капитального ремонта рекоператор направляет предложение собственникам, чтобы собственники данных домов приняли общим собранием собственников решение о проведении капитального ремонта, которые стоят по плану. То есть в течение 3 месяцев собственники должны принять данное решение. То есть должны сначала принять решение собственники, потом начнутся Да, работы. обязательно. В случае, если собственники не принимают решение, мы уведомляем муниципалитет, орган местного самоуправления, и муниципалитет своим распоряжением принимает решение о проведении капитального ремонта. После того, как у нас уже есть решение, готовим техническое задание на обследование и разработку проектно-сметной документации капитального ремонта общедомового имущества в многоквартирных домах. Объявляется аукцион, то есть происходит отбор подрядной организации, которая будет выполнять данные работы. После разработки ПСД проходим экспертизу сметной документации в региональном центре ценообразования по строительству. После чего объявляется конкурс уже непосредственно на сами работы по капитальному ремонту, на отбор подрядной организации. Ну, потом после аукциона уже начинаются работы. Ну, вот с какими проблемами, да, чаще всего приходится сталкиваться при организации капитального ремонта? Так, ну, в целом проблемы встречаем по недопуску в помещение собственниками квартир к общедомовому имуществу. По закону, допустим, собственники обязаны держать в свободном доступе общедомовое имущество. Это встречается в основном по инженерным сетям, а также по конструктивным элементам, как фасад, крыша, фундамент. Мы очень зависимы от погодных условий. То есть в отрицательные температуры в зимнее время мы никак не можем проводить данные работы, только в наше короткое лето. Вот, в основном. А есть ли какой-то реестр качественных подрядчиков, кто готов выполнять работы? Бывает же такое, что аукцион выигрывает компания и не всегда качественно выполняет свои работы. Вот как вы работаете в таких случаях? Так, в общем, у нас работы производятся подрядными организациями в 2 этапа. Первый этап – это они должны пройти отбор подрядных организаций и включиться в реестр квалифицированных подрядных организаций, которые проводит ежеквартально Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха-Якутия. То есть этот реестр уже есть, в принципе, и там есть именно те подрядчики, которые качественно выполняют работу. Да, этот реестр, они проводят отбор, проводят ежеквартально. Подрядчики подают свои документы, и комиссия как бы рассматривает данные заявки в соответствии требованиям все документы. Если соответствуют все документы, то данная подрядная организация включается в реестр добросовестных подрядных организаций. И только в этом случае они имеют право участвовать уже в наших аукционах, которые мы размещаем на электронную площадку, на сами работы по проведению капремонта. Ну вот что касается уровня сборов, да, на капитальный ремонт. Каков вообще в целом у нас уровень сборов по Якутии? Вот какие факторы, может быть, влияют на уровень сбора средств? Да. Если поговорить по сборам, то в 2023 году начисление составило 1 миллиард 170 миллионов рублей за год. Собрано из них 1 миллиард 70 миллионов рублей, что составляет 91%. Ну, хороший уровень, Да, высокий показатель. Да, это как бы наш рекордный показатель вообще с предыдущими периодами, с годами. Так, и взносы как бы непосредственно влияют на выполнение капитального ремонта, то есть этими же деньгами мы проводим капитальный ремонт. Вот эти количество домов, все это именно зависит от сборов. Поэтому как бы и фонд капремонта регулярно организовывает, проводит акции как прощенные дни, что дает собственникам, ну, должникам, как можно сказать, да, оплатить задолженность как бы в случае, если они погашают основной долг целиком,
то пени списываются без пеней. Мгм. Да, То есть, в принципе, можно весь долг погасить полной суммой, и оплата тогда пройдет без пени в любое время года, получается так? Нет, это не в А любое только в время. прощенные дни? Да, это когда мы проведем вот такие акции. В прошлом году данная акция была проведена с 15 октября до конца декабря. Мгм. Вот собственники могут это смотреть у нас на сайте фонда капремонта. Вся информация о данных акциях туда выставляем. Ну, если говорить в целом по Якутии, да, вот какие конструкции чаще всего изнашиваются у нас в республике? Наверное, ведете какой-то анализ, мониторинг. Что именно, может быть, быстрее всего ломается? Трубы, не знаю, какие конструктивные элементы? Ну, в целом все изнашивается, Всё изношенное. изнашивается, потому Да, что очень много домов построено, действительно, очень много еще домов в прошлом построено. веке, конечно. Все дома, которые мы сейчас ремонтируем, они уже построены за 30 лет. Но можно отметить отдельно инженерные сети, канализации, допустим, очень изнашиваются, постоянно протекают, Постоянно допустим. порывы, Да. особенно зимой, конечно, И происходят. трубы водоснабжения. А из-за этого последовательно идет, она все протекает на фундамент дома, также уже изнашивает фундамент, несущую способность, защитный слой там фундамента разрушается. И крыши очень много протекает у домов. Мгм. Ну вот фонд капремонта, да, работает не только у нас в республике, да. Какие, может быть, есть отличительные особенности, да, работы фонда капремонта у нас здесь, в Якутии, например, в отличие от других регионов? Самое основное отличие — это климатические условия, как я уже сказал. И из-за этого у нас дома стоят, все знают, что на сваях. То есть ремонт уже фундамента у нас специфический, то есть только мы Вот, ремонтируем. кстати, сваи входят, Да, сваи то входят. есть обязательно входят в капремонт, Фундамент. фундамент, туда включаются сваи, да, это у нас действительно особенность нашего региона, она заметная, мы все это видим, конечно, да. Константин Михайлович, большое спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем дальнейшей успешной работы, ну и, конечно же, выполнения планов и, конечно, выполнить все работы в срок, потому что сезон у нас короткий, сделать все вовремя. Спасибо. Спасибо вам большое. Я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь в нашем канале.